заставляет людей переходить реку по несанкционированному переходу в оттепель, тем более, когда рядом неподалеку есть понтонный мост? Если только жажда испытать везение. Спасатели регулярно выезжают на рейды, раздают памятки и проводят беседы. Но нарушители все равно попадаются каждый год. Выписали ли сегодня кому-нибудь штраф, знает Анна Зубарева. Знак «Переход запрещен» здесь стоит не просто так. Сильное течение, промывающий лед, делает это место опасным. Сюда, совсем недалеко от Центра культурных инициатив «Югор», сегодня выехала госинспекция по маломерным судам. Нарушителей при нас не выявили. Несанкционированный переход через Сысолу на Заречье пользуется у населения спросом каждую осень и весну. Никого не смущают ни запрещающие знаки, ни яркие ленты и даже штрафы. Спасатели приняли решение распилить лед, чтобы вот эту промоину было не перепрыгнуть. Как видим, результат есть, следов не видно. К тому же недалеко есть понтонный мост, через который можно безопасно перейти на другую сторону реки. Но люди так и норовят нарваться на неприятности. Ежегодно на воде фиксируются несчастные случаи. Проваливается под лед и техника, когда, к примеру, водители мчатся на снегоходах на полной скорости или в ночное время. В прошлом году, напомним, на строящейся ледовой переправе утонул трактор. Автолюбители игнорируют запрещающие знаки, ссылаясь на то, что река мелкая, мол, ничего страшного не произойдет. Государственная инспекция по маломерным судам регулярно проводит дежурство на водных объектах. И если ловят нарушителей, составляют акт. Его затем рассматривает Министерство природопользования, оно же привлекает энтузиастов к ответственности. В связи с тем, что за данное нарушение штрафы небольшие, там от 100 до 1500 рублей, и ежегодно, тем не менее, наблюдаются все равно нарушители. Как нарушали, так и нарушают. Мы брали объяснительные у них, спрашиваем, зачем вы ходите. Я уверен в себе, я знаю, что здесь безопасно, в случае чего смогу выбраться. Вот такие объяснения дают люди. Спасатели каждую неделю мониторят водные объекты и выявляют несанкционированные переходы и переезды. Выезжают на места, где собираются любители подледного лова и предупреждают их. Весенний лед особенно опасен. При оттепелях его структура меняется, он становится очень хрупким. Где кустарники, где толстый слой снега. Там, где сильное течение, в таких местах лед, как правило, непрочный, тонкий. И если даже сегодня, например, может быть, там лед, толщина позволяет перейти, то за ночь может промыть течением, и на следующий день может человек в том же месте, где сегодня прошел, на завтра провалиться. Если все же так случилось, что уверенность в себе и в стихии полностью перекрыла чувство самосохранения, и вы оказались на трескающемся под вашими ногами льду, спасатели советуют лечь, раскрыть руки и ноги, развернуться и возвращаться в том направлении, откуда пришли. Там хотя бы лед проверенный. Но ведь, наверное, не зря говорят, проще беду предотвратить, чем потом пытаться ее каким-либо образом решить. Тем более, когда речь идет о жизни и смерти. Анна Зубарева, Иван Богомолов, телеканал «Юрган».